Тема у нас сегодня перестройка. Почему перестройка? Ну, потому что все наши нынешние политические, экономические, социальные трудности, проблемы, давайте честно признаемся, коренятся в перестройке. Кроме того, у нас есть очень серьезная до сих пор такая проблема, которая упирается в то, что перестройка у нас предмет обсуждений. Да? Начнем с самого простого. Ну, я сразу хочу сказать, как я понимаю, у нас лекция сколько? 1,5 часа длится, да? Ну, примерно, да, 1,5 часа. Лекция короткая. Про перестройку я много рассказать не успею, честно признаюсь. Это буквально по верхушечкам. Поэтому рассказывать я буду, как это называется, широким мазком, без детализации. Если какие-то вопросы потом кого-то заинтересуют, мы можем потом с нашими организаторами договориться и выделить какие-то отдельные, более частные лекции, отдельные сюжеты, если будет такой интерес. Начнем с самого простого, начнем с термина. Вот сам термин «перестройка», вот достоверно, однозначно, есть альтернативные точки зрения, но вот достоверно, появился в январе 1987 года. В январе 1987 года состоялся такой январский пленум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Этот январский пленум был посвящен вопросам кадровой работы в партии. Ну, я вот как человек, который еще успел побывать членом Коммунистической партии Советского Союза, значит, напомню, что вот этот вот пленум предполагал, во-первых, обновление партийных кадров на всех уровнях. Ставилась задача, чтобы, во-первых, к руководству партийными организациями на местах, в районах, в городах, в областях, краях, республиках привести новых людей. Дальше ставилась задача обеспечить более высокую кадровую динамику, поэтому в решениях этого пленума было предложено ограничить замещение выборных партийных должностей 2 сроками. Кстати, если кто-то не помнит, партийный срок был всего 2 года. То есть раз в 2 года проводились партийные конференции областные, городские, районные. Да? То есть 2 срока это фактически 4 года. Ну, таким образом предполагалось, что будет более активная ротация партийных кадров. Значит, кроме того, говорилось о необходимости активнее вовлекать беспартийных в партийную жизнь, на партийную работу, в частности, приглашать беспартийных на партийные собрания. И вот как бы, чтобы решение этого январского пленума 1987 года облечь в какие-то классические лозунги, были тогда придуманы 2 слова. Да? 2 из 3 ключевых слов, которые определили вот эпоху перестройки. Этими словами были слово «перестройка», и изначально слово «перестройка» имело отношение к перестройке кадровой работы в партии. И второе слово это было слово «гласность». Да? И первоначально это была гласность партийной работы для беспартийных кругов населения в первую очередь. Есть другие версии, некоторые товарищи находят слово «перестройка» в более ранний период, но вот тут абсолютно достоверно, вот есть партийный документ, есть материалы пленума, да, то есть вот вы его видите. Самим же термином «перестройка» у нас обозначают очень четко локализованную эпоху. Значит, это у нас период от момента смены политического и партийного руководства в стране, условно говоря, март-апрель 1985 года, когда у нас скончался очередной генеральный секретарь Центрального комитета партии, на тот момент это был Константин Устинович Черненко, и по предложению тогдашнего министра иностранных дел Андрея Андреевича Гробыка, новым руководителем сначала похоронной комиссии, была такая неписанная традиция в Советском Союзе, когда считалось, что тот, кто хоронит предшественника, наследует его место в партийной государственной системе. Да? Ну, вот такая вот особенность была. Да? А затем генеральным секретарем ЦК стал довольно неожиданно для многих всего 54-летний Михаил Сергеевич Горбачев. Почему я говорю всего 54-летний? Потому что одной из серьезных проблем, которая к тому моменту выявилась, да, это была проблема старения высших партийных и государственных руководителей. Средний возраст члена Политбюро ЦК на 1980 год составлял 76 лет. Да? Я вообще хочу сказать, знаете, отношение к возрасту вещь очень разная.
Вот, например, когда мы говорим о том, что молодой Горбачев в 1985 году стал генеральным секретарем, ему было 54 года, на всякий случай Путину 54 года тюкнуло, когда он второй срок досиживал в кресле президента. Да? А с другой стороны, вот смотрите, 76 лет. Да, сейчас полным-полно президентов в разных демократических странах. Он Трамп один чего стоит. Да? Конкуренты его, он Берни Сандерс, он чуть старше Трампа, да? Про Хиллари Клинтон, чего уж говорить. Они такие же по возрасту. И почему-то никто не говорит про то, что они все уже на грани старческого маразма, хотя по поводу некоторых можно это однозначно сказать. Вот Трамп давеча название Украины забыл. Вот, ну что поделаешь, да? Так вот, смотрите, это с марта-апреля 1985 года, с прихода Горбачева, да? И до там, в общем, понятно, до распада Советского Союза. А распад Советского Союза, это, если кто не помнит, 25 декабря 1991 года, прямой эфир, Михаил Сергеевич Горбачев на экранах телевизора перед всеми гражданами страны подписывает указ президента Союза СССР о своей собственной отставке с поста президента Союза СССР. И дальше, 30 декабря 1991 года, это решение Верховного Совета и Съезда народных депутатов СССР, да, о распуске или самораспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов СССР. Все, Союза больше нет, государства больше нет. То есть что такое перестройка? Перестройка – это очень интересный момент, который характеризуется от попытки реформировать некую инерционную социальную, экономическую, политическую, ценностную систему в рамках определенной такой, ну я бы сказала, политической, интеллектуальной, идеологической традиции, мы сейчас будем говорить об этой традиции, до момента кризиса политической системы, до момента распада этой системы и формирования на ее развалинах некой совершенно новой социальной, экономической, политической и идеологической системы. Вот я сейчас скажу ужасную вещь, я прямо даже боюсь о ней говорить. Собственно, что произошло у нас в период перестройки, особенно вот в финальных моментах перестройки? У нас произошла буржуазная революция. Нравится нам это, не нравится. Кто-то будет говорить буржуазная контрреволюция. Вообще грань между революцией и контрреволюцией достаточно подвижна. Почему буржуазная революция? А потому что в каком мы с вами обществе живем? У нас сейчас что вообще? Вот с точки зрения устройства социально-экономического уклада. У нас капитализм или не капитализм? Частная собственность, частное предпринимательство. Да? У нас есть класс буржуазии? А как нет? Конечно, есть. Весьма и весьма презентабельный, очень разнообразный и так далее. То есть, если в результате неких процессов, которые происходят в стране, формируется капиталистическая система, социально-экономическая, политическая, идеологическая, то как это называется по науке? Это называется буржуазная революция. Нам это может не понравиться, но это так. Да? И от того, что мы об этом не пишем, не говорим, суть процесса никак не поменяется, она такой и будет. Вот этот период перестройки, очень короткий, в общем-то, с точки зрения истории, нет, ну, простите, 6 лет, паршивых 6 лет, простите, да? То есть, считайте, с 1985 года до конца 1991 года. Он очень хорошо ложится на 3 этапа. Первый этап – это с апреля 1985 года и до января 1987 года. Вот этот первый этап можно условно назвать этапом латентным. В это время никаких громких политических заявлений, идей, инициатив фактически не звучало. Но вот в этот вот период были сделаны... Да. Антиалкогольное движение. Но это уже другое, да. Но вот как бы вот в рамках вот этого коротенького периода, да, ну сколько он там, меньше 2 лет, да, что было сделано? Были сделаны, на мой взгляд, ну, 3 ключевые вещи. Да? Первая вещь. Была проведена элитная кадровая чистка, в первую очередь в партийных организациях, вторично в организациях руководства правительства, советских органов и так далее. Вот люди возрастные, которые, ну, я даже себя уже теперь считаю возрастным человеком, прекрасно помнят, что в тот период сменились практически все партийные руководители. Есть даже подсчеты, согласно которым
на уровне, значит, вот руководителей областных, краевых, республиканских комитетов партии сменилось почти 2/3 руководителей. На уровне городских, районных комитетов партии сменилось более половины руководителей. И даже есть сейчас уже публикации, в которых авторы напрямую связывают с этой кадровой элитной чисткой все те процессы, которые происходили потом. То есть пришли другие люди с другими взглядами, целями, интересами и так далее. В это время формируется то, что условно можно обозначить реформаторской элитой. Назовем ее Горбачевской элитой. Ну, условный такой термин, да? Вот эта элита формировалась из 3 основных источников. Первым источником этой элиты были региональные партийные руководители. Это такие люди, как Борис Николаевич Ельцин, Егор Кузьмич Легачев, Эдуард Амвросевич Шеварднадзе. Кто они были до Горбачева? Они были руководители областных, республиканских, партийных организаций. Теперь они вошли в состав Политбюро, они заняли министерские посты, они заняли должности секретарей ЦК, они заняли ключевые, самые главные, самые статусные партийные государственные позиции. Значит, при этом представители старой элиты в значительной степени были удалены под благовидными предлогами. Такими предлогами стал их возрастной статус. Кто же спорил, что они, в общем, дожили до возраста ухода на пенсию, заслуженный отдых. Их статус по здоровью, то есть очень многие отправлялись на пенсию по состоянию здоровья. Последующее развитие событий показало, что с некоторыми явно поторопились. Вон Гейдар Алиевич Алиев еще успел побывать президентом Азербайджана и достаточно долгое время, да, несмотря на то, что вот второй источник формирования элит – это, как это тогда говорили, хозяйственная номенклатура, это директорат, это руководители промышленных предприятий, народно-хозяйственных структур. Вот среди этих новых людей были такие люди, как, например, Николай Иванович Рыжков, бывший директор завода «Уралмаш», ставший главой правительства. Скачок вообще фантастический на самом деле. Он там все-таки переходный вот. должности. Но тем не менее, но вот дальше очень интересная ситуация. Юрий Дмитриевич Масляков, да? Ну, кстати, наш с вами земляк, который поработал здесь в Ижевске, потом был приглашен в Москву, там занимал ряд должностей, а потом оказался последним руководителем советского госплана. Да? И опять же напомню, сыграл потом ключевую роль в корректировке модели построения капитализма в нашей стране в конце 90-х годов вместе с Примаковым. Да? Но это будет потом, это как бы предмет отдельного разговора. Третий, как бы такой ресурсный источник, это околопартийная научная интеллигенция. Это люди, обремененные учеными степенями и званиями, академики, которые всегда были рядом с властью, потому что власть всегда нуждается в услугах аналитиков, экспертов, консультантов, советников. Да? Для этого есть специальные институты, институт США и Канады, значит, институт мирового международного рабочего коммунистического движения в те времена был, да? Академия общественных наук при ЦК КПСС. Да? Ну а кто эти люди? Это академик, фактически, да? Александр Николаевич Яковлев, это Евгений Максимович Примаков, да? Это академик Арбатов. Да? В чем тут интересная вещь? Ганбегян еще. И был еще Абалкин, да. И там еще была большая плеяда таких людей. Да? Вот в чем там интересная ситуация? Дело в том, что вот эти вот люди, вот эта околопартийная, окологосударственная интеллигенция, в предшествующие времена, как правило, непосредственно в состав руководства партии и государства не входили. То есть они оставались в академических структурах, выступали в качестве представителей экспертного сообщества, но Яковлев, один из главных прорабов перестройки, становится секретарем ЦК по вопросам идеологии. Да? Иные тоже входят в руководящие структуры. То есть вот эти вот 3 ключевые группы. Возрастной статус этих людей – это люди в возрасте примерно от 50 до 65 лет. Разбег довольно большой. Ну, как сейчас говорят, гендерный статус, да, мужская элита, ну что поделаешь, у нас, как говорят, патриархальное общество, традиционное, да, и с определенным распределением ролей. Причем это распределение у нас сейчас даже усиливается, а не уменьшается в какой-то степени, поскольку советская система квотного подбора, она предполагала обязательно какое-то количество женщин в депутатском корпусе, в руководящих органах. Нынешняя система этого уже фактически не предполагает. Не знаю, хорошо это плохо, это можно отдельно обсуждать.
Значит, что второе происходит, кроме вот этой кадровой элитной чистки? На всех уровнях, на самом высоком и на низовых уровнях. Второе происходит разработка плана, модели, концепции реформирования социально-экономической сферы. Вот Горбачев стал генеральным секретарем в апреле 1985 года. В мае 1985 года была создана группа, которую возглавили только что упоминавшиеся два академика, академик Аганбегян и академик Абалкин. В группу вошло порядка 2,5 десятков специалистов, набранных из Института экономики Советской академии наук, из Плехановской академии, экономический факультет Московского госуниверситета. В этой команде были Ясин, в этой команде был Гайдар, в этой команде был Явлинский, в этой команде был Шаталин. Эта команда с мая 1985 года по сентябрь 1985 года, то есть примерно полгода, в выездном режиме занималась разработкой программы ускорения социально-экономического развития Советского Союза. То есть фактически она разрабатывала проект реформирования социально-экономической сферы в СССР в определенных, четко заданных параметрах. Назовем эти четко заданные параметры, это реформа в рамках расширенного социалистического проекта. То есть это очень интересная идея. Вот эта программа, которая была разработана, легла на стол руководству страны в сентябре месяце, походила по кабинетам. В феврале 1986 года состоялся 27-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. И ключевые положения этой программы ускорения социально-экономического развития были озвучены в докладе Горбачева. Что это были за положения? Это были такие очень специфические фразы о необходимости активизации человеческого фактора. Там же ставилась задача о повышении качества выпускаемой продукции, о технологическом обновлении, ставилась задача о антиалкогольной кампании, решении целого ряда социальных программ, таких как программа демографическая, программа жилищная и так далее, и так далее. Программа борьбы с бедностью, у нас как-то они почти забыли, тем более, что ее тогда так не называли, да? Но фактически повышение минимальных зарплат, пенсий, стипендий, это ведь, в общем, программа борьбы с бедностью, давайте так называть вещи своими именами. Да? Вот озвученная на партийном форуме концепция ускорения социально-экономического развития в последующий период была переведена в законодательное поле, были разработаны и приняты несколько законов. Что это были за законы? Ну, во-первых, это два закона, касающихся государственных предприятий. Первый закон о государственном предприятии, скобка, объединении, скобку закрыли. Этот закон создавал ситуацию, при которой каждое конкретное государственное предприятие теперь, помимо выполнения государственного плана, спускаемого сверху в виде госзаказа, могло заключать прямые договора с другими хозяйствующими субъектами. В большинстве случаев это были такие же точно государственные предприятия. И выпускать продукцию, и эту продукцию реализовывать по договорным ценам. Таким образом, предприятия получили возможность получать дополнительные доходы. И эти доходы, согласно данному закону, могли быть использованы, истрачены тремя способами. Первое. Их можно было вложить в приобретение оборудования, технологий, значит, сырья и так далее, то есть в технологическую сферу. Второе, их можно было истратить на развитие социальной сферы, детские садики, жилье, профилактории, санатории, больницы для работников предприятия. И третье, эти средства можно было использовать для материального стимулирования работников. То есть фактически государственные предприятия получали источник дополнительных средств, которые могли быть направлены на выплаты надбавок, премий, дополнительных заработных плат, да, своим работникам. Второй закон, это был закон о трудовом коллективе, принятый в 1988 году. Он предоставлял трудовым коллективам государственных предприятий очень большие права. В частности, такие трудовые коллективы имели право контролировать деятельность администрации, фактически выбирать руководителей предприятия по конкурсной основе, на основе конкурса,
могли решать вопросы, связанные с тем, куда направлять полученные дополнительные доходы, то есть на развитие производства, социальную сферу или материальное стимулирование. Есть целый ряд довольно интересных теорий, которые говорят о том, что именно смена руководителей многих советских предприятий вот в этот период, это 89-90 год, предопределила судьбу этих предприятий в период рыночных реформ 90-х годов. В тех случаях, когда во главе предприятий оставались старые советские директора, эти предприятия выбирали стратегию выживания. Они шли по пути распродажи части оборудования, сдачи части площадей, но целью было сохранение производства и ядра трудового коллектива. В надежде на то, что мы пересидим тяжелые вот эти реформационные годы, а затем мы сможем восстановить производство, восстановить предприятие. В тех случаях, когда происходила смена руководства, и к руководству предприятиями приходили другие люди, условно назовем их эффективными менеджерами, да, то вот в период этих рыночных реформ эти эффективные менеджеры часто выбирали совершенно другую стратегию. Они предпочитали ликвидировать предприятие полностью, распродать оборудование, недвижимость, получить на этом определенные средства эти вывести, потому что судьба предприятия их особо сильно не интересовала. Их интересовали совсем не предприятия, не трудового коллектива. Их интересовали совсем другие вещи. То есть это очень и очень интересный вопрос, который нуждается в изучении, потому что изучение детального, как сложилась судьба конкретных предприятий в момент после краха Советского Союза, в гайдаровско-чубайсовские реформы, и дальше у нас фактически нет. Да? Этим никто практически никак не занимался. Это очень серьезный вопрос, потому что вообще-то этим нужно будет заниматься. Мобилизационных мощностей. Вот в том, но это уже другой вопрос. Это не в перестройке. Вот я хочу обратить внимание, есть одна особенность. У нас очень часто в общественном сознании термином перестройка называют, грубо говоря, эпоху Горбачева и эпоху Ельцина. Но эпоха Горбачева и Ельцина – это категорически разные эпохи. Это совершенно разные государства, это совершенно разные модели экономики, это совершенно разные цели общественного развития. Поэтому перестройка кончилась с Горбачевым. Все. С Ельциным началось что-то другое. И что началось, об этом надо потом говорить отдельно. Да? А вот Горбачев закончил, перестройка с ним закончилась. Перестроили. Вот, значит, теперь давайте посмотрим, что еще третье происходит. Нет, подождите, я еще не закончила. Значит, два закона о государственных предприятиях, два закона касались негосударственного сектора производства. Я имею в виду закон о кооперации, в 1987 году был принят, и закон об индивидуальной трудовой деятельности в 1988 году. Эти законы преподносились как попытка вернуться к опыту экономического развития 20-х годов, эпохи НЭПа, когда допускалась некоторая свобода деятельности негосударственного сектора экономики. Эти законы преподносились как путь быстрого, легкого решения насыщения товарами и услугами широкого потребительского рынка. То есть вот этот частник, кооператор и ТДшник будет мобилен, он легко откликается на запрос потребителя, он поможет решить эти проблемы. А теперь я буду говорить о том, о чем говорить не принято. Принятие этих двух законов, во-первых, создало канал для легализации теневых, и в том числе криминальных капиталов. В Советском Союзе была теневая экономика. Как бы мы ни пытались ее не замечать, в Советском Союзе были так называемые цеховики, в Советском Союзе были так называемые форцовщики. В Советском Союзе существовал спекулятивный капитал, то есть люди, которые занимались перепродажей товаров народного потребления, скупая их в магазинах через определенные связи персонализованные и реализуя их на барахолках. Я вот, например, Ижевскую барахолку прекрасно помню в те времена, да? То есть вот эти вот вещи. И потом, давайте честно признаемся, в стране существовал и криминальный капитал, да? И вот эти два закона о кооперации и БТД создали великолепный механизм, когда вот эти теневые, нелегальные капиталы могли были быть изящнейшим образом выведены из тени и превращены в законно заработанные деньги. И для этого были очень хорошие возможности. Вы помните первые, самые наглядные варианты кооперативной деятельности? Кооперативные туалеты, кто-нибудь помнит? Без всяких систем учета. Да? Вы что там считать будете? Понимаете, какие деньги через это можно было проводить? Да? Или, например, видеосалоны, кто-нибудь помнит? Да? Там ведь не было ни кассовых аппаратов,
Там не было ничего. То есть никто, собственно, не мог проконтролировать, какой реальный объем денег там проходит. И через это тоже нужно было провести совершенно фантастические средства. Кроме того, что это были каналы для легализации теневых и криминальных капиталов, эти два закона создали еще две совершенно фантастические ситуации. Во-первых, они создали почву для появления такой формы организованной преступности, как рэкет, он же крышевание. Поскольку вы понимаете прекрасно, что банды вчерашних хулиганов, спортсменов или воинов-афганцев, не нашедших себе в мирной жизни нормального применения, никогда не могли заниматься. Да, они там как раз организаторами выступали. Они никогда бы не могли найти себе клиентов в лице крупных государственных предприятий. Ну вот, я всегда говорю студентам, вы представляете себе качков, спортсменов из подвальной качалки, которые наедут на завод Ижмаш с его военизированной охраной. И что с ними будет после этого? Да? Но у них появился клиент, у них появились кооператоры, у них появились частники, которых они могли доить, у которых они могли брать деньги. Да? То есть создалась совершенно новая криминальная экономическая инфраструктура. И еще один очень важный момент. Эти два закона, которые легализовали негосударственный сектор экономики, они заложили основы для возникновения совершенно нового типа коррупции в Советском Союзе. Я не хочу сказать, что в Советском Союзе не было коррупции. Она была. Более того, я сейчас скажу ужасную вещь, государств без коррупции не бывает. И более того, борьба с коррупцией неосуществима. Я никогда этого не говорила, вы никогда этого не слышали. Да? Коррупция неуничтожима. Она может менять формы, она может менять уровень. Да? Вообще существует три типа коррупции. Существует бытовая коррупция. Она охватывает самые широкие слои населения. Она самая безопасная, как ни странно. Это вот те самые советские 3 рубля гаишнику за нарушение правил дорожного движения. Это та самая пятерка, десятка, 25-ка, которая вкладывались в паспорт, который вы подавали в советской гостинице администратору, когда просили свободный номер, а там висела табличка «Мест нет». И администратор, если его устраивало предложение, неожиданно находил, что среди забронированных номеров отказались от комнаты, и вы его получали. Да? То есть, ну, мы же все, я из Советского Союза, женщина, я помню, как это работает, я сама это делала. Да? Ну, честное слово, мы все это делали, все знали, как это работает. Да? Вот, второй уровень коррупции экономическая. Вот тут наши ИТДшники, кооператоры, заложили основу для экономической коррупции. Что я имею в виду? Для создания кооперативов, для развития ИТД необходимо было получать документы, разрешения, землю, помещения. Решал эти вопросы местный, локальный чиновник. До этого времени этот локальный чиновник выделял земли, документы, помещения для государственных предприятий. Но ведь у государственного предприятия он не мог ничего попросить за благосклонное решение этого вопроса. А вот у новоявленного ИТДшника, который собирался из дешевого ситца шить семейные трусы и продавать их на рынке, он мог попросить определенные средства для того, чтобы выдать ему необходимые документы, разрешения, предоставить ему подвальное помещение для оборудования мастерской и так далее, и так далее. То есть создавались совершенно новые механизмы. Был еще один закон, который стоит отметить. Это был закон о совместном предприятии, который, минуточку, разрушил один из базовых принципов советской внешней торговли, прописанный еще Владимиром Ильичем Ульяновым Лениным. Да? Помните какой-то принцип? Это принцип государственной монополии внешней торговли. То есть ведь вся советская система исходила из того, что в отношениях с зарубежными партнерами, государствами, банками, предприятиями, советское государство выступает как единый субъект через специальные государственные органы. А закон о совместных предприятиях предоставил право, возможность отдельным учреждениям, отдельным предприятиям, а потом туда и общественное движение в виде комсомольских инициатив быстренько подключаться, вступать в экономические отношения с зарубежными предприятиями, организациями и прочими, приобретать у них товары, получать валюту для приобретения этих товаров. И я напомню, один из любимых способов, который существовал вот в этот вот перестроечный период,
на чем, например, делали свои первые состояния некоторые из будущих наших отечественных олигархов, например, Михаил Борисович Ходорковский, с чего начинал, да? Они создали совместное предприятие, которое закупало одноразовые шприцы под предлогом необходимости профилактики ВИЧ-инфекции. Да? Для этого они по государственной официальной цене превращали выделенные рублевые средства в доллары. Затем на эти доллары покупали соответствующую продукцию за рубежом, которая потом ввозилась в Советский Союз. Значит, а чаще не ввозилась. А чаще доллары продавались по коммерческому курсу, и возвращалась рублевая сумма. То есть технология очень простая. Мы берем у вас в рублях кредит, переводим его в доллары по курсу 0,67 копеек за доллар. Потом сделка у нас случайно срывается, мы продаем эти доллары по 3,5-4 рубля на теневом рынке, возвращаем вам кредит, остаток кладем в свои карманы. Потом у вас будет банк, потом у вас будет нефтяная компания, потом у вас будет много всего интересного. Да? Я к чему? Вот суммируя все инициативы, которые были предусмотрены концепцией ускорения социально-экономического развития, мы можем сделать вывод, что вся эта сумма мер привела к одному. В Советском Союзе на излете его существования потихоньку начал зарождаться, оформляться, вырастать новый социальный класс. Этот класс, это был класс частных предпринимателей, собственников, пользуясь академическим словом капиталистов, буржуа. Он был разный, да? От мелких предпринимателей в самой низовой цепочке, вот там вот держателей шашлычных и видеосалонов, до руководителей государственных предприятий, которые подписывали договоры о совместной деятельности с крупными западными фирмами и компаниями, да, с соответствующими возможностями финансовыми. Когда появляется новый социальный класс, у этого класса появляются новые интересы. Каковы были интересы этого класса? Первое и главное – легализация частной собственности. Второе – неприкосновенность этой частной собственности. Третье – это создание условий комфортных для частной предпринимательской деятельности. Да? Но давайте честно признаемся, все эти люди прекрасно понимали, что шашлыки, видеосалоны и платные туалеты настоящих денег не дадут. Настоящие деньги появятся когда? Когда начнется процесс передела государственной собственности. То есть вот этот откормленный, выращенный в конце 80-х годов потенциальный класс буржуазии стоял на низком старте и ждал, когда будет дана отмашка на разгосударствление советской экономики, на приватизацию государственных предприятий, и вот тогда они примут участие в том, что у нас, в общем, ласково называют словом «большой хапок». Да? То есть, понимаете, и если появляется заинтересованный социальный класс, то вы же прекрасно понимаете, что появляются политические программы, идеологии, политические организации, которые интересы этого класса формулируют, актуализируют, излагают в виде хорошо представленных политических программ, формируют необходимое общественное мнение, привлекают для этого специалистов в разных отраслях, экономистов, философов, социологов, историков. Да? И эти специалисты вам расскажут, почему советская экономика была неэффективной, некачественной, не могла решать проблемы, и почему нормальная экономика в цивилизованных странах, обратите внимание на особенности словоупотребления, которые сами по себе несут в себе оценочный характер. То есть, когда вам говорят, вот у нас так, а в нормальной экономике, какая у нас экономика? Вот у нас эдак, а в цивилизованных странах, какая у нас страна? Да? Вот я-то ведь помню, как это все происходило. Это происходило на наших глазах, да? Потихоньку, не в один день, нет, не боже мой, но времени было очень немного. Период был очень короткий, все это происходило очень быстро. И более того, иногда складывалось такое впечатление, что мы даже не успевали осмыслить процесс смены вот этих ценностных парадигм. То есть была вообще очень интересная ситуация, особенно вот в интеллектуальном сообществе, я говорю о ученых, журналистах, писателях, да, творческой интеллигенции. Понимаете, вот сегодня какой-нибудь из вот этих интеллигентов, набравшись храбрости в рамках перестройки, выступает с определенным заявлением, там, критикуя какие-то аспекты советского бытия, завтра он выглядит
скромным консерватором, зашоренным и ограниченным в своих оценках, потому что 3-4 его коллеги дают гораздо более жесткие оценки и поднимают гораздо более такие радикальные вопросы. Понимаете? То есть была своего рода такая самоподдерживающаяся, радикализующаяся идеология критики всего советского. И очень важно отметить, что эта идеология во многом поддерживалась сверху. Вот второй период перестройки, это период с января 1987 года и до 25 мая 1989 года. Значит, вот этот второй период ознаменовался, собственно, политикой гласности и перестройки. Да? Политика гласности – это была определенная технология раскрутки средств массовой информации. Александр Николаевич Яковлев, который пережил Советский Союз, успел много чего после него написать, успели сейчас опубликовать несколько книг. Вот, есть такой здоровенный том, Роспен издал «Перестройка», документы Яковлева из его личного архива, и, соответственно, второй том интервью Яковлева. Да? Очень интересные документы, если кто захочет, советую то очень почитать. Вот он там очень интересно говорит, что где-то начиная с апреля-мая 1987 года он, как секретарь по вопросам идеологии, на Старой площади проводил еженедельные совещания с главными редакторами ведущих средств массовой информации Советского Союза. Телеканалов, радиостанций, журналов и газет. И на этих еженедельных совещаниях вот этим главным редакторам фактически давался, давайте назовем это своими словами, социальный заказ. Им рекомендовалось поднимать спорные, острые, дискуссионные сюжеты, темы. Им рекомендовалось обсуждать вопросы, связанные с моментами, связанными с неблагополучием развития сельского хозяйства в Советском Союзе, медицины, образования, религиозной политики. Да? Пройдет некоторое время, не сразу, и где-то с осени 1987 года начнется очень интересная атака на историю. Начнется обсуждение так называемых белых пятен истории. Начнут писать о Сталине, Троцком, прочих деятелях, о гражданской войне, коллективизации, индустриализации. Начнутся публикации статей, дезавуирующих подвиг Александра Матросова и Зои Космодемьянской, оправдывающих генерала Власова и белогвардейцев. И это все начнется очень активно. Я не хочу сказать, что в этот момент в Советском Союзе рухнула цензура. Я вообще не верю, что в каком-то государстве есть ситуация, при котором нет цензуры вообще. Государство без цензуры не существует. Нет, есть совершенно четкое понятие. Всегда. Нет, цензура есть всегда. Просто цензурные барьеры, четко поддерживаемые, постепенно стали расширять. И делать это начали люди, которые фактически руководили советской партией, советским государством. Вопрос зачем? А теперь давайте подумаем, зачем. Вот смотрите, у нас есть относительно небольшая реформаторская элита, которая сейчас стоит во главе партии и государства. И эта элита имеет свои представления о том, что в стране назрела необходимость каких-то реформ, эти реформы нужно сделать. Есть у нас достаточно большие слои недовольного населения. Тут очень важно понять, а чем, собственно, было недовольно советское население вот до перестройки, что, собственно, не устраивало наших советских людей. То есть, конечно, хотелось бы в русле современных демократических идей, так пишут некоторые, сказать, что советские люди страдали от чего? От отсутствия свободы слова, да? От отсутствия, чего еще, многопартийности, да? От отсутствия, плюрализма в общественной и политической неправде. Они от этого не страдали. Дефицит. А они страдали от чего? Они о чем мечтали? Они мечтали не о многопартийности, они мечтали о супермаркете. Понимаете, вот я сейчас, приходя в какой-нибудь современный супермаркет, да, захожу я в Ашан, да, и иногда меня посещает такое очень интересное эмоциональное состояние. Я думаю, вот советский человек конца 80-х годов, зайдя в этот супермаркет, он бы умер от счастья. Понимаете? Причем, я напоминаю, у советских людей были деньги. Более того, количество денег на руках у населения в период перестройки стало заметно увеличиваться. Помните дополнительные источники доходов? Помните премии,
конце 89-90 года на целом ряде предприятий в славном городе Ижевске стали платить не только традиционную 13-ю заработную плату, но стали платить и 14-й, и 15-й заработные платы. Если кто-то не понял почему, напомню, что у нас до сих пор действует принцип в отношении наших бюджетных учреждений, вот я в бюджетном университете работаю, когда под Новый год, у нас это 25 декабря, закрываются все счета университета, да, и все деньги, оставшиеся на этих счетах, если они не были к этому моменту истрачены, они списываются в доход государства. Точно так же было в Советском Союзе на всех государственных предприятиях. То есть представьте себе, в конце года у вас, у директора предприятия, остается какой-то остаток денег на счете. И он либо будет списан в доход государства, либо вы его в течение считанных дней куда-то денете. Куда вы его можете деть? Вы за это время не успеете купить новые станки и оборудование. Вы не успеете построить новый дом. Но вы прекрасно можете эти деньги выплатить своим собственным работникам. В качестве дополнительной заработной платы работники будут счастливы. Нет, ну вот если бы вам сегодня или мне сегодня в течение месяца заплатили 3 заработные платы, я была бы в восторге. Это правда. Но я прошу прощения. Это счастье для человека, но это катастрофа для экономики. Да? Я напомню, что советская экономика, это была экономика в общем не рыночная, даже в условиях перестройки с ее квазирыночными ограниченными вот этими реформами. И это была экономика, в которой существовала фиксированная система ценообразования. И вот сегодня, если мне и всем вам вместе заплатят по 3 заработные платы, то мы с вами недолго будем радоваться, потому что через 2-3 месяца, да, в магазинах цены подтянутся на соответствующий уровень. Да? А если цены не меняются, то да, инфляция в плановой государственной экономике с административным ценовым регулированием проявляется в дефиците. То есть в том, что люди покупают товары, которые им, в принципе, может быть, потребительски-то и не нужны, но они их покупают, потому что деньги девальвируются, а эти товары могут выступать средствами оплаты услуг, могут пригодиться и так далее, и так далее. То есть, ну вот я помню те времена, когда предложенные 3 рубля сантехнику за какие-то работы могли вызвать у него только усмешку, а предложение бутылки водки, которая в то время реализовывалась по талонам, решала проблему моментально и однозначно. Работы были сделаны всегда идеально. Да? То есть получаются интересные вещи совершенно. А теперь давайте посмотрим, что происходит в других сферах. Октябрь 1987 года. Октябрьский пленум ЦК КПСС. Плановый, к 70-летию Октябрьской революции. Официальный доклад Горбачева. Называется «Октябрь перестройка, двоеточие, революция продолжается». В этом докладе фактически была сформулирована новая идеологема перестройки. Это была такая идеологема 2 социализмов. Нам была предложена версия о том, что в Советском Союзе после революции 17 года и до какого-то момента, ну условно до конца 20-х годов, до конца НЭПа, реализовывалась одна модель социализма, условно говоря, демократическая, ленинская, нэповская. А потом произошло что-то, что в политических терминах того времени описывалось термином деформация социализма. И вместо первой модели у нас укоренилась другая модель, которую условно можно назвать сталинской, казарменной, бюрократической, тоталитарной и так далее, и так далее. Да? Теперь встает вопрос, а в чем суть перестройки, если революция продолжается? В том, что мы от вот этой неправильной сталинской модели социализма теперь в рамках перестройки должны вернуться к модели первоначального социализма, ленинского, нэповского и так далее, и так далее. Вот эта идеологема фактически дала старт дискуссиям о способах и путях построения социализма в Советском Союзе. Они затронули экономистов, социологов, философов, историков, зарождавшихся тогда политологов, да, всех, кого, в общем, это касалось напрямую. Но самое главное, что в это же самое время, параллельно с официальным мероприятием, заранее написанный доклад, согласованный и так далее, происходили события, значение которых можно было, наверное, осознать только постфактум.
именно в рамках подготовки к этому пленуму произошел знаменитый конфликт между Горбачевым и Борисом Николаевичем Ельциным. Борис Ельцин, который занял по протекции Горбачева должность первого секретаря Московского комитета партии, на заседании Политбюро накануне вот этого вот самого Октябрьского пленума выступил с критикой, в которой подверг критике деятельность руководства Центрального комитета партии, раскритиковал социально-экономическую политику и так далее. На самом деле это очень большой вопрос, что он там раскритиковал. Вот настоящий текст выступления Ельцина был опубликован только в 1989 году. То есть фактически через 1,5 года после того, как он был произнесен. Но любопытно, что примерно через месяц после выступления Ельцина на этом вот заседании Политбюро в списках по стране стал ходить якобы текст выступления Ельцина. На самом деле это был не тот текст, это был типично подложный документ. Написан он был очень интересным человеком, Михаилом Полтораневым. Это был человек из, как это называется, ближнего круга Ельцина. Да? Сейчас он написал 2 книги, довольно любопытные, можете почитать, такого мемуарно-исследовательского, публицистического характера, довольно интересно. Он не отрицает, он прямо говорит, что он сделал эту фальшивку. Да? Смотрите, что произошло. Выступление Ельцина на заседании Политбюро было закрытым. Содержание его общественности известно не было. Но важно было не то, что говорит Ельцин, важно было, что он говорил. Тогдашняя этика партийной жизни не предполагала возможности прямых дискуссий, прямой критики на Политбюро со стороны одного из членов общей политики партии. Соответственно, на Ельцина обрушилась ответная волна реакции со стороны членов Политбюро. И на самом пленуме ЦК были приняты то, что тогда называлось организационные решения. Ельцина сняли с должности руководителя Московской парторганизации, Ельцина вывели из Политбюро ЦК, Ельцина перевели на, как сейчас говорят, хозяйственную работу. Вообще ему дали шикарную должность. Он стал заместителем руководителя Госкомитета по строительству. Вспомнили его первое строительное образование. Вы представляете, 2-й человек в строительном комплексе Советского Союза. За эту должность сейчас, за подобную должность, да, любой чиновник, наверное, вот, душу бы продал. Да? Ельцин полгода не ходил на работу. Зарплату ему привозил его личный охранник, господин Коржаков. Да? Он об этом пишет в своих мемуарах. Фактически, вот такая ситуация, она показала 2 вещи. Во-первых, Ельцин моментально превратился в популярного, альтернативного, и, как сейчас любят говорить, тогда так не говорили, внесистемного политика. Да? А в обществе был запрос на подобного политика. И его так нельзя назвать, потому что членом КПСС он еще оставался. Он оставался до 90-го года, они все были члены КПСС в значительной степени. И что еще очень важно, да, что для нас, в общем-то, здесь важно, вот эта судьба Ельцина с последующим публичным, открытым, фактически игнорированием своего нового рабочего места, с заявлениями, с выступлениями, с которыми он потом стал выступать, да, оно показало слабость и отсутствие политической воли у высшего партийного руководства, которое совершило 2 ошибки. Первое, оно позволило появиться альтернативному политику. И второе, оно не сумело с этим альтернативным политиком справиться. Давайте честно признаемся, да? Любая власть должна противодействовать появлению популярных альтернативных политиков, нравится нам это или не нравится. А если они появились, то должна держать их под контролем. Правильно ведь? Да. Но тут дело в том, что он же был действительно строитель. Он был там свой, и они его прикрывали. Да я не знаю, насколько там можно было прикрывать. Я думаю, там при необходимости информацию вы получили всегда. Вы что думаете, что за ним не следили, что ли? Если его не уволили, значит, был соответствующий совет. Да? Не говорю приказ. Кто-то позвонил, кто-то сказал, кто-то порекомендовал, значит, его не трогали. Так вот, смотрите, вот я всегда своим студентам говорила, вот Горбачев, политик плохой. Вот когда мы говорим о политике, используем дурацкие термины, вот моя мама в свое время всегда меня этими терминами очень мучила. Она мне всегда задавала вопросы, вот это хороший политик или плохой?
А я начинала ей объяснять, что в политике не бывает хороших политиков. Она говорит, тогда он плохой. Я говорила, что не бывает плохих политиков. Она начинала ругаться, что я ее запутала. Вот. А теперь давайте попробуем. Нет, политики бывают хорошие и плохие. Хороший политик – это политик, который умеет выживать, который добивается своих целей, который достигает вершины политической и уходит с этой вершины на своих условиях. Я сейчас скажу ужасную вещь. Ельцин прекрасный политик. Он все это сделал. Горбачев плохой политик. Почему? Потому что Горбачев у нас начинает с объемом полномочий, которые, наверное, так, грубо говоря, сопоставимы с объемом полномочий, ну, скажем, самодержавного правителя средней руки державы. Да? На самом деле это тоже преувеличение, потому что, опять же, всегда говорю студентам, что чем выше на ступени иерархии находится тот или иной политический лидер, тем менее он свободен в своих решениях. Да? Это так. Тем больше на него влияют обстоятельства, окружение, необходимость учитывать множество разных факторов. Да? К сожалению, что поделать, что не в этом дело. Кто был Горбачев? Горбачев был типичный партийный кандидат. Его возвышение происходило не публичным путем. Интриги, кабинетное продвижение, бюрократия партийная. Да? Там были совершенно другие навыки. Да? Он не был готов к публичной борьбе. Он не был готов к публичным дискуссиям политическим. И это очень хорошо покажет его поведение на первом съезде народных депутатов. Да? То, что он был не способен к этой публичной политической презентации. Он был не готов к ней. И когда случился инцидент с Ельциным, что мог сделать Горбачев? Ну, будь Горбачев хорошим политиком, ну, то есть таким вот, как мы говорили, да? Что надо было сделать? Надо было похвалить Бориса Николаевича за критику, которую он произнес, оставить его на всех тех постах и должностях, на которых он оставался, выждать время. Там в конце 1987 года должна была состояться конференция Московской парторганизации. Перед этой конференцией надо было Борису Николаевичу предложить статусно более высокий, но при этом заведомо провальный пост. Например, стать секретарем ЦК, курирующим вопросы развития сельского хозяйства. Ну, вы же знаете, как у нас с сельским хозяйством. Полгодика, годик. И после этого мы его оттуда снимаем, как человека, не справившегося с теми обязанностями, которые ему были поручены. Если бы Ельцин позволил это сделать. Когда прошло много-много лет после перестройки, один из наших центральных каналов снял такой документальный фильм-интервью. Да? Он называется «Беседы с Горбачевым». Я думаю, что его можно найти, многие его видели. Я хочу обратить ваше внимание на один очень интересный эпизод. Там журналист спрашивает у Горбачева: ну, Михаил Сергеевич, вы были всесильный генеральный секретарь. Ну, неужели нельзя было ничего сделать с Ельциным? Горбачев говорит: вы знаете, были разные предложения. Например, было предложение отправить Ельцина послом в одну из центральноафриканских держав, которые находятся в зоне распространения желтой лихорадки. Белые там не выживают, у них там иммунитета нет. Там единственный способ, вот эта вот муха, которая распространяет эту лихорадку, она жуткая трезвенница. Поэтому единственная рекомендация для белых людей в этом районе – это ежедневное употребление 300-400 грамм коньяка. 3-4 месяца и нет человека, все. Никаких вопросов. Но ведь не отправил. И вот такая ситуация, наверное, должна мне добавить уважение к Горбачеву как к человеку, да? Но отношение к нему как к политику, как? Что должно дальше произойти? Да? Короче, вот эта ситуация привела к тому, что в советском обществе, которое находилось в ситуации бурления, поиска альтернатив, поиска виноватых, в котором происходил очень быстрый процесс переоценки, оценок, ценностей, суждений и так далее, вдруг появляется альтернативный политический лидер. И он выступает, знаете, как вот та самая штуковина, да, которая вызывает кристаллизацию вокруг себя всего оппозиционного по отношению к традиционной партийной повестке дня. То есть вокруг Ельцина моментально вырастает количество огромное его сторонников и так далее. Уже появляется политическая программа, с которой он начинает действовать. Его значения начинают существенно возрастать. И вот в этих условиях в нашей стране дается старт политической реформе.
Старт дала 19-я партконференция, она проходила летом 1988 года. Официальная задача реформы заключалась в том, чтобы восстановить полновластие Советов. Потому что вот в рамках того, ой, не люблю я это слово, нарратива, который действовал тогда, говорилось о том, что одним из дефектов неправильного социализма было то, что партия целиком и полностью подменила собой Советы. И Советы, как таковые, перестали нормально функционировать как органы власти. Надо теперь восстановить полновластие Советов. Был разработан избирательный закон о выборах народных депутатов СССР, декабрь 1988 года. Были проведены выборы в марте 1989 года. Выборы были уникальные. Во-первых, у нас никогда так не выбирали депутатов. Да? 750 человек, 1/3 депутатского корпуса, выбирались методом прямого делегирования от общественных организаций. Не путать с выборами по партийным спискам. Потому что выборы по партийным спискам предполагают голосование населения. Прямое делегирование – это значит, что сама организация отправляет определенное количество людей по спущенной квоте. Да? КПСС 100 человек, Комсомол 75, ВЦСПС 75, Русская Православная Церковь 15, Армянская Григорианская Церковь 5. И Союз журналистов посылал. Все абсолютно. Союзы советских женщин, комитеты советских женщин, Союз борьбы за мир, Союз воинов-афганцев, творческие союзы, композиторы, журналисты и так далее. Академия наук 20 человек. Да? Значит, остальные 2/3, 1500 человек, выбирались по одномандатным, мажоритарным округам. При этом новацией было то, что выдвигать кандидатов можно было 3 разными способами. Первый традиционный от трудовых коллективов. Так, собственно, вся советская система и работала. Второй инициативной группой. То есть собиралась группа людей, заявляла, что вот там-то в такое-то время они будут проводить собрание по выдвижению кандидата, приглашали представителя местной избирательной комиссии, под протокол официально составлялось выдвижение, и все. И третий путь – самовыдвижение. То есть, в принципе, любой человек мог сам написать заявление, никаких сборов подписей. Никаких залоговых сумм. Да? Абсолютная свобода и демократия. Вот выборы, которые проходили в марте 1989 года, были очень интересными. В этих выборах практически никакой роли не играл финансовый ресурс. Потому что никто не знал, что за работу в качестве агитаторов надо платить деньги. Это делали из энтузиазма и убеждений. Никто не знал, что за размещение материалов в газетах, в журналах, на радио и на телевидении надо платить деньги. Все эти органы были государственные. Они выделяли соответствующее время-место в соответствии с законом каждому кандидату совершенно бесплатно. Да? Очень небольшую роль играл информационный ресурс. Очень небольшую. И абсолютно парадоксальную роль играл то, что сегодня называется административный ресурс. То есть в тех случаях, когда администрация пыталась пролоббировать избрание какого-то конкретного кандидата или, напротив, неизбрание другого кандидата, население обычно на это реагировало обратным способом. Ну, напомню, что по Замоскворецкому округу мажоритарному баллотировался Борис Николаевич Ельцин, и тогдашнее советское руководство сделало очень много всего, чтобы не дать ему избраться. Ну, организовывали срывы его встреч с избирателями под самыми разными предлогами. Выдвинули в качестве его конкурентов очень достойных кандидатов. Да, там были очень приличные люди. Очень активно окучивали население, чтобы не голосовали за Ельцина. Итог: Ельцин набирает более 90% в первом туре. Почти везде на вот таких мажоритарных участках сложилась очень интересная ситуация. Поскольку было много кандидатов, то выборы проходили в 2 тура. И вот после первого тура во второй обычно выходил так называемый партийный кандидат. Да? Это часто был местный партийный функционер. В нашем славном городе Ижевске это был Николай Иванович Сапожников. А вторым обычно выходил так называемый независимый кандидат. Чаще всего либо самовыдвиженец, либо выдвиженец от инициативной группы. И чаще всего представитель вот такой демократической интеллигенции. В нашем богоспасаемом городе это был доктор физико-математических наук Николай Николаевич Энгвер. Да. Помните? В СССР, да. Я очень сильно до сих пор сожалею, что я в то время, во-первых, участвовал в работе
инициативной группы, в которой выдвигали Энгвера. Да? И более того, я даже тогда очень активно его поддерживала. Ну, молодость, глупость всякая бывает. Да? На всякий случай хочу рассказать, заглядывая вперед, будущую историю. Да? Энгвер, как депутат от города Ижевска, станет членом Верховного Совета СССР, как все члены Верховного Совета получат квартиру в Москве, и больше никогда не вернется в город Ижевск. Его судьба больше никогда не будет связана с нашим городом. Он будет реализовывать отдельные проекты уже потом, после развала Союза, вне пределов Удмуртии. Да? А что касается Сапожникова? Сапожников, напомню, долгое время возглавлял нашу местную удмуртскую организацию КПРФ потом. Да? Потом долго-долго был депутатом Госдумы от КПРФ, членом, значит, руководства фракции фактически. И в течение многих лет приезжал сюда и часто выступал, давайте честно признаемся, лоббистом интересов региона. Да? То есть, понимаете, какая? Приезжал. Да, нет, ну вот приезжал, да, приезжал, когда был депутат. Да. Но потом-то он исчез. Больше-то ведь мы его никогда уже не видели, когда Союз развалился. И веру поменял. Вот. Ну что, вот насчет веры не знаю. Я не знаю, кто он теперь по вере. Да? Вот. Нет, я понимаю, но тем не менее. Но тем не менее, понимаете, какая ситуация? То есть, я что хочу сказать? В обществе, в котором нет в течение длительного времени опыта, практики, конкурентной, политической, публичной борьбы, внезапно открыть вот эти вот массивы, вот эти шлюзы для политической дискуссии, для широкого обсуждения ключевых проблем, чаще всего является очень деструктивным решением. Потому что вот такое общество, не приученное, не имеющее прививки критического восприятия информации, да, не имеющее, если можно выразиться, иммунитета против определенных технологий обработки общественного сознания, оно становится очень легко управляемым. И период перестройки нам, к счастью, к несчастью, к нашей боли, да, очень много подобных примеров показал. Как технологично, эффективно манипулировали общественным сознанием. И причем там было много разных вариаций, потому что одна судьба была у Российской Федерации, другая судьба была у национальных республик, в которых вот эту вот политическую свободу очень быстро использовали, во-первых, для того, чтобы начать проводить политику, направленную на формирование новых национальных элит с сепаратистскими устремлениями. Не забудем, что в значительной степени идеология этих национальных элит в условиях кризиса коммунистической идеологии стала формироваться на базе тех программ, которые формировались в национальных диаспорах, которые проживали в эмиграциях. Да? Ну, то есть напомню, что в Прибалтику, на Украину, в Молдавию где-то с 1988-1989 года хлынули волны эмиссаров из числа канадских, американских, украинцев, латышей, литовцев и так далее, которые начали формировать соответствующую повестку дня, да, которые начали формировать антисоветские настроения, но под вот этим тонким слоем антикоммунистических, антисоветских настроений. Да, на самом деле ведь какие настроения лежали? Антироссийские. Да? То есть задача была в значительной степени направлена на то, чтобы разрушить вот это вот государство. Хотя связь здесь не прямая. И я, например, не могу сказать, что на протяжении перестройки, например, те же американцы все время перманентно хотели разрушить и развалить Советский Союз. Это не так. Например, были иногда очень интересные моменты, когда в силу того, что у американцев сложились хорошие отношения лично с Горбачевым в рамках вот этих вот разоруженческих инициатив, да, и окончания холодной войны, про которые, в общем, сейчас часто вспоминают в связи с судьбой договора о ракетах средней и малой дальности. Да? Так вот, в этот момент им было комфортно иметь дело с Горбачевым. И, например, был инцидент, когда в 90-м году украинское руководство, Леонид Кравчук, в частности, тогдашний председатель Верховного Совета Украины, вел переговоры с представителями американского Госдепа о том, поддержат ли американцы ситуацию, если Украина заявит о своем желании стать независимым суверенным государством и выйти из Советского Союза. На что представители американского Госдепа в августе 90-го года вот этим украинским будущим националистам заявили, что данный вариант развития событий они не рассматривают в ближайшей перспективе. То есть это, в общем-то, была достаточно четкая отповедь. Да? Но
увы, на самом деле, конечно, ситуация развивалась достаточно предсказуемым образом. И вот смотрите, второй этап заканчивается созывом и началом работы Первого съезда народных депутатов. С 25 мая 1989 года у нас начинается последний, третий период деструкции советской системы, деструкции советского государства. И эта деструкция проявляется сразу в нескольких направлениях. Ну, во-первых, напоминаю, что в 90-м году у нас состоялся последний съезд КПСС, лето 90-го года, 28-й съезд КПСС, на котором Коммунистическая партия Советского Союза развалилась на фракции, на части. Перед самим этим съездом оформились две так называемые платформы. Одна платформа, это была так называемая демократическая платформа в КПСС, которая объединила сторонников, ну, давайте так обозначим, сторонников перехода к социал-демократизму и выходу вот в капиталистическую реформацию. Вторая платформа получила название марксистско-ленинская платформа в КПСС. Она объединила тех людей, которые к этому времени стали выступать с идеей необходимости восстановления вот этой старой советской модели, прекращения вот этих перестроечных экспериментов, да, ну, условно говоря, консервативное, в то время консервативное направление. А что касается Горбачева, вот смотрите, вот партия в то время пронизывала практически все сферы жизни страны. Органы государственной власти, предприятия, науку, социальную сферу, все. И эта партия была разделена на три фракции. На реформаторов, демократов, на вот этих самых консерваторов, да, условных вот этих вот марксистов-ленинцев, да, я не уверена, что они были такие уж марксисты-ленинцы, но неважно, и на условных центристов, которые поддерживали Горбачева. И смотрите, вот эти три группы, они создают довольно устойчивое равновесие. То есть Горбачев проводил политику, которая в истории называется политикой бонапартизма. Он лавировал. Он делал шаг навстречу реформаторов, потом делал некий иногда символический жест в пользу консерваторов. Недовольны были все. Одни были недовольны тем, что он не проводит более радикальные реформы, другие были недовольны тем, что он, напротив, позволяет реформаторам разрушать Советский Союз. То есть вот такая вот очень и очень интересная ситуация складывается. И вот на этом 28-м съезде, вы помните, что произошло? Демократическая платформа официально вышла из состава КПСС. Ее представители, а среди них были руководители партии, они просто положили, что называется, билеты на стол. Да? И это коснулось практически всей структуры партии, потому что я, например, помню наших коллег-профессоров, которые понесли свои партийные билеты в наш университетский партком, да, и так далее, и так далее. То есть это вот такая общая ситуация. Теперь смотрите, что произошло. С уходом вот этих демократов из партии Горбачев оказался в очень сложном положении. Он в партии теперь оказался один на один с консервативным крылом, да, и фактически его положение очень сильно осложнилось. Чтобы как-то это положение выправить, еще до этого съезда Горбачев пошел на очень интересный размен. В марте 1990 года он согласился на отмену 6-й статьи Конституции в обмен на введение в Советском Союзе должности президента. Почему это был размен? Потому что очень интересно, что когда выбирали президента, а президента выбирал съезд народных депутатов, выборы были не всенародные. Почему не всенародные? Ну, во-первых, ничего особенного в этом нет. Есть масса стран, где президента не выбирает население. Ну, например, в Федеративной Республике Германии президента выбирает Бундестаг. В Италии президента выбирает Сенат. В Израиле президента выбирает Кнессет. Что, собственно, такого? Да? Ничего особенного. Во-вторых, был временной фактор. Вы же понимаете, организовать, провести выборы всенародные, это не за один день сделаешь. Потом был фактор чисто политический и персональный. Если приход Горбачева в 1985 году сопровождался всплеском популярности и ростом надежд на Горбачева, его воспринимали очень позитивно в обществе, то к 90-му году эти надежды во многом были утрачены. Произошло очень сильное разочарование в Горбачеве, как в политике. Люди открыто говорили, что он балабол, умеет хорошо говорить, но ничего не делает. Люди, ну, так сказать, канализировали свое недовольство Горбачевым на его супругу. Да? Ну, у нас специфические представления о роли первой леди. Да?
Но, тем не менее, в значительной степени нелюбовь к Раисе Максимовне была связана не с самой Раисой Максимовной, а с тем, что людям по разным причинам не нравился Горбачев, да? И вот они вот так вот транслировали вот это свое психологическое раздражение определенно. И понимаете, какая проблема? Будь выборы президента в 90-м году всенародными, стопроцентной гарантии, что Горбачев их выиграет, уже не было. А на съезде он стопроцентно выиграл. Было два кандидата, Горбачев и еще один человек. Вот этот еще один человек набрал 8 голосов. При том, что к этому... Боленский или нет? Нет. При том, что там, к тому моменту, уже была оформлена... Это был абсолютно технический кандидат, потому что по регламенту выборы считались законными и состоявшимися, если в них участвовало не менее 2 кандидатов. Поэтому нужен был подставной технический кандидат. Но там уже была организованная парламентская оппозиция. Боленский же предлагался. Да, вот, то есть там была такая оппозиция. Эта оппозиция там кого включала? Она включала там представителей вот этой демократической интеллигенции, межрегиональная депутатская группа. Руководил ей сначала Сахаров, после смерти Сахарова Ельцин. Туда входили Гавриил Попов, туда входили Афанасьев, Заславская, Собчак, Тельман Гдлян, значит, кто еще? Юрий Черничев, да? Имя им легион, да? Сначала 87 человек, к концу, к развалу Советского Союза эта группа превышала 130 человек, да? Но против Горбачева ведь не было ни 87, ни 130 голосов, а только 8. Это значит, вот эти оппоненты Горбачева при выборах Горбачева в президенты СССР голосовали за Горбачева. Это значит, был типичный, техничный политический размен. Кризис Советского Союза... Там же еще было такое понятие, как президентская сотня. Было, да, было. Но президентская сотня, это имелось в виду вот та самая группа из 100 депутатов, которые были выдвинуты от КПСС по квотному представительству от общественных организаций. То есть, поскольку он был генеральный секретарь, то они, в общем-то, были как бы его креатурой такой, да. Теперь смотрите, что происходит еще. Вот 90-91 год – это момент, когда фактически отказываются от реализации концепции ускорения. Начинают разрабатывать новые программы экономического развития. Одна была разработана в правительстве, ее называют программой Рыжкова, хотя у нее было длинное, скучное бюрократическое название «Основные направления социально-экономического развития страны на период до 2000 года». А вторая программа – это была программа, созданная группой независимых экономистов во главе со Станиславом Шаталиным и Григорием Явлинским, 500 дней. Да? Верховный Совет СССР в сентябре 1990 года, естественно, поддержал программу Рыжкова, да? А не программу Явлинского. Но 1990 год – это время, когда политическая реформа опускается на уровень союзных республик. Проходят выборы народных депутатов в союзных республиках, в частности в Российской Федерации. Формируется Верховный Совет Российской Федерации. Председателем Верховного Совета Российской Федерации становится Борис Николаевич Ельцин. Не с первого раза. Ну, вот как раз его проголосовали быстро. Очень долго голосовали руководителя правительства Ивана Силаева. Там 4 голосования было, причем периодически люди снимали с себя, аннулировали, там было очень много сложных проблем. Но проблема в чем? 12 июня 90 года вот этот вот съезд народных депутатов Российской Федерации принимает декларацию о государственном суверенитете России. Затем на 17 марта 1991 года назначаются сразу 2 референдума. Один референдум был о сохранении реформированного Союза. Инициатива исходила от условно Горбачева. А второй референдум для россиян. Это был референдум о введении в стране должности президента, выбираемого всеми гражданами. Да? Для москвичей и питерцев, ленинградцев тогда, были еще 3 референдумы о введении должности мэра города, избираемого всеми жителями города. Да? Вот, теперь смотрите, каковы были результаты. В целом по Советскому Союзу за сохранение Союза проголосовало примерно 76%. Но понимаете, какая проблема? Во-первых, в ряде республик референдум по сохранению Союза был сорван. Тогда был очень жесткий закон о референдуме. Референдум считался состоявшимся только если
В нем приняло участие не менее 75% от списочного состава избирателей. И в 3 прибалтийских республиках, в Молдавии и в Грузии, местные республиканские власти, сформированные в результате 2-го этапа реформ. А в этих республиках победу на этих выборах в основном одержали представители так называемых народных фронтов, то есть это вот эта новая националистическая и сепаратистски ориентированная элита. Они понимали, что они не наберут 50% плюс 1 голос против Советского Союза, но они могли не обеспечить явку 75%. Я буду рассказывать о том, что рассказывали мне по Риге. Вот представьте себе, жители города Риги, русские, живущие в Риге, идут на референдум 17 марта в привычную школу, где всегда... У нас ведь у каждого есть школа, куда мы ходим голосовать. А школа на Клюшке, да, она закрыта, там никого нет. Выясняется, что этот избирательный участок не открыт. Они перерезали избирательные участки. Ну, то есть по-другому сделали нарезку и все. То есть желающие проголосовать сначала должны найти, где они должны проголосовать. Многие на этой стадии фактически уже, ну что сделают? Ну что сделает наш человек, когда он обошел 3 соседние школы и не знает, где ему голосовать? А он больше не пойдет. Да? Да идите вы все. Да? А когда они наконец находят то место, где они должны голосовать, они приходят и им говорят: а вы знаете, а у нас бюллетени кончились. Нету, вот, все. Вы не можете проголосовать. А, прошу прощения, комиссии, вот эти вот все участковые, окружные, кто формирует? Какие органы власти? А кто в этих органах власти заседает? Да? Поэтому в этих республиках 75% не набрали. Результаты референдума там не учитывались. Тогда встает вопрос, а как же 76%? Самый маленький процент голосования за сохранение Союза был в России, 72%. Но у нас было 5 азиатских республик, где 99% явки, 99% за, сложили, посчитали 76%. Зато в Российской Федерации, где 72% проголосовали за сохранение Союза, более 75% проголосовали за введение должности президента либерального во всем населению. Вообще-то это политическая шизофрения. То есть, понимаете, вот логично, человек должен был голосовать по принципу «да-нет». Ну, то есть, если ты «да» за Союз, то «нет» за президента в России. Если ты «да» за президента в России, то «нет» за Союз. Но 72 и 75, это да, получается, да, что... Да. А это другой совсем референдум. Да. Вот, это референдум 26 апреля 1993 года. Вот, как бы вот этот вот момент такой, да, очень-очень интересный получается. Это система сдержек и противовесов. Это не система сдержек, это политическая неготовность общества, это непонимание рядовым избирателям, какой выбор он делает. Да? То есть люди голосовали, но они не понимают. Да, очень специфически. Да. Выборы в России. Ну, понятно было, что главным кандидатом станет Борис Николаевич Ельцин, кто бы сомневался. И давайте теперь посмотрим. Выборы 12 июня 1991 года. За Ельцина голосуют, кусками будем говорить, демократическая интеллигенция. Ну, из романтических, демократических идей. Второе. Вот этот формирующийся буржуазный класс. Да? Вот, о которой мы с вами говорили. Им нужна частная собственность, капиталистическое развитие, приватизация, а в программах это уже все есть. Третье. Не поверите, руководители советских государственных предприятий к этому моменту были готовы голосовать за Ельцина. Почему? А потому что они все эти программы прочитали. И потому что они все прекрасно поняли, что если будет проводиться приватизация, акционирование государственных предприятий, то директор этого предприятия, руководитель этого предприятия окажется в преференциальных условиях и сможет сменить свой статус доверительного управляющего при государственной собственности на статус кого? Собственника, владельца, сособственника. Да? А ведь часто не представляется такая возможность. Да? Дальше. Вы не поверите, но за Ельцина к этому моменту были уже большинство представителей местной чиновничьей элиты. То есть чиновники на местах. Почему? Потому что если будет приватизация, кто будет принимать решения, какие именно предприятия, учреждения пойдут под акционирование и приватизацию? И тот, кто будет принимать решение, он получит
определенный набор возможностей, которые редко предоставляются. Да? И вот тут дальше возникает интересная вещь. Как ни странно, за Ельцина в тот момент были широкие слои рабочего класса и крестьянства. Жильцы общежитий Буммаша Почему? были. Потому что их голосование носило сугубо протестный характер. Они голосовали, они не читали программу, они голосовали за Ельцина, потому что они знали, что Ельцин против Горбачева. У них были накопившиеся претензии к Горбачеву, к советской власти, реформированной, нереформированной. И как часто, ну как наш человек голосует за Владимира Вольфовича Жириновского, Да, иной раз, да, понимаете? Вот. Жильцы общежитий Буммаша 10% за Жириновского, как и вся страна, абсолютно совпали цифры. Вот, понимаете? Но Жириновский вообще гений, я потом когда-нибудь расскажу, почему Жириновский гений, не сейчас. Вот. Единственная проблема, знаете, кого надо было подтянуть под Ельцина и кто под него естественным образом не шел? Силовики. Армия, спецслужбы, полиция, ну, государевы люди. Да? Что сделали? Выборы проводились по американской схеме. Президент плюс вице-президент в единой связке. Осуществлением выборов руководили советники, которые образовались у Бориса Николаевича Ельцина примерно где-то в 1990 году, как он стал председателем Верховного Совета. А это были эксперты, специалисты из американского фонда наследия. Он до сих пор живет и работает в нашей богоспасаемой стране, этот фонд. Они всегда хвастались тем, что они сыграли ключевую роль в целом ряде политических процессов. И они предложили Ельцину очень интересный выход. Они предложили в качестве вице-президента выбрать Александра Ивановича Рудского, отставного генерала, да, и через Рудского подтянуть вот этот вот самый электорат силовиков. Ну вот, например, мой папа, отставной военный, в 91 году голосовал за Ельцина. Я рвала на себе волосы и говорила, зачем ты это делаешь? И он мне объяснял, что Ельцин пустышка. Ельцин никакой роли не играет. Настоящий человек – это Рудской. А Рудской военный, он сейчас наведет порядок, у нас все будет хорошо. Да? Потом я много лет задавала папе вопросы. Папа в какой-то момент стал утверждать, что он за Ельцина никогда не голосовал. Как многие другие граждане нашей страны. Но это же было специально сделано, потому что у другого кандидата был Громов. Ну, в том числе, понимаете, в том числе, не только поэт. Там вообще на самом деле было сделано очень много технических шагов. Единственный Ельцин вел предвыборную кампанию по западным стандартам. Это была такая очень открытая к СМИ кампания. Значит, во-первых, нам показывали Ельцина, который гулял по пустым магазинам и возмущался отсутствием товара. Нам показывали Ельцина, который ездил на троллейбусах по Москве и вел разговоры, значит, с пассажирами, компостировал вот этот самый советский билетик советским компостером. Так да? это в 87-м вот. показывали. Не, это 91 год. Это 91 год. И кроме того, значит, нам в этот момент показывали Ельцина летающего. Значит, Ельцина летающего на рейсовых самолетах, обычных таких, да, с обычными пассажирами. Население, как это сказать, капало слезой в умилении. Да? Вот когда вам в следующий раз будут показывать, как какой-нибудь кандидат, да, ездит в общественном транспорте, копает картошечку, сам строит себе домик, лапшу с ушей стряхните. Да? Вы же понимаете, что это постановочные ролики. Но тогдашний советский человек этого часто не осознавал. Он этого часто не понимал. Да? Кто был конкурентом Ельцина? Ну вот, не вдаваясь в подробности, очень коротко, главным со стороны союзных властей конкурентом Ельцина был выдвинут Николай Иванович Рыжков. Тут учитывали еще такой очень интересный момент, то что Рыжков и Ельцин оба выходцы с Урала. Да. И расчет был на то, чтобы расколоть вот это вот региональное голосование. Ну, то есть, знаете, у нас как, уральцы голосуют за уральца, питерцы за питерца. Если два уральца, то уже есть некоторые возможности. Кроме того, баллотировались, значит, у нас молодой демократический политик Владимир Вольфович Жириновский, да. Молодой профсоюзный лидер
Аман Тулеев, да, помните такого? А дальше у нас баллотировался бывший сотрудник Комитета госбезопасности Бакатин, который тогда выступал таким разоблачителем страшных тайн Комитета госбезопасности. И он, кроме того, что он еще партийный функционер, еще и в МВД уже успел поработать. Ну, вот такой вот очень интересный человек. И еще у нас тогда баллотировался, ну, я не знаю, может быть, вы помните, может нет, такой Альберт Макашов был такой генерал. Да? Тоже с Урала. Ну, он с Урала, но служил командующим Закавказского военного округа, сыграл заметную роль во время вот этого армяно-азербайджанского карабахского конфликта и так далее. Там много было интересных таких моментов. Командующим Уральского округа он тоже был. Выиграл выборы в первый тур. Набрал порядка 57% голосов избирателей. С момента, как Ельцин выиграл эти выборы и использовал для аргументации своей легитимности очень интересный термин, я даже попробую его воспроизвести с знакомой интонацией. Помните эту формулировку «Я всенародно избранный президент»? Почему именно эта формулировка? Потому что Горбачев не был всенародно избранным президентом. Да? То есть фактически это специфическая форма аргументации своей легитимации. Так очень интересно. С этого момента конфликт в стране переходит в многоуровневую стадию. Вот смотрите, у нас есть конфликт компетенций. Не очень понятно, кто является верховным собственником и распорядителем земли, лесов, природных ресурсов, зданий, промышленности на территории Российской Федерации. Президент СССР Горбачев или президент Российской Федерации Ельцин. Дальше у нас конфликт программ, потому что на уровне Союза в 90-м году принята программа Рыжкова о поэтапном переходе к регулируемой рыночной экономике. Кстати, к рыночной экономике. Уже никакого социалистического, да? Уже рыночная экономика. Но поэтапный, регулируемый и так далее. А Ельцин, как только стал председателем Верховного Совета в 90-м году, и тем более, когда выбрался президентом, заявил, что он будет в России проводить реформы по программе Шаталина и Явлинского «500 дней». На самом деле, по ней потом не проводили реформы. Но такое заявление... Вы объясните мне, как на территории одной республики с одним и тем же населением одномоментно реализовывать две совершенно по-разному программы. Напомню, что программа «500 дней» предполагала сверхбыстрый переход к рынку, 500 дней. При этом планировалось сначала провести приватизацию, потом провести демонополизацию экономики, а затем провести либерализацию цен. Да? На каждый этап отводилось примерно по 150 дней. Вот такой порядок действий. На практике Гайдар потом делать будет по-другому. Но вот как бы такие идеи заявлялись. И, наконец, имел место ценностный и личностный конфликт. Ценностный конфликт заключался в том, что Горбачев почти до самого конца, по крайней мере на уровне официальных деклараций, придерживался идеи о реформированном социализме, то есть он никогда не отказывался открыто о том, что мы будем строить социализм с человеческим лицом и так далее, и так далее. Да? А Ельцин сразу же сделал заявление о том, что его идеалом является плюралистическая демократия с многопартийной системой. Да? Ну, то есть ни о каком социализме уже речи здесь нет. Объясните, как в одной республике с одним и тем же населением в одно и то же время строить реформированный социализм и плюралистическую демократию с рыночной экономикой. Ну и, наконец, персональный конфликт. То есть противостояние Горбачева и Ельцина вот в этот последний период, лето-осень 91-го года, дошло до такой стадии, что они фактически уже не могли лично встречаться, лично общаться. Как потом рассказывал сам Горбачев, когда все кончилось, и когда он отказался уже от должности президента СССР, встал вопрос о необходимости передать тот самый знаменитый ядерный чемоданчик, но договориться о прямой встрече с Ельциным ему так и не удалось, и в результате он отправил чемоданчик на машине с охранником. Знаете, так вот, как пиццу доставить. Да? То есть, понимаете, как вообще, вот что это говорит о судьбе страны, о судьбе политиков и о прочих вещах. Выход из этого многоуровневого противостояния мог быть только кризисным. Никакого другого уже не могло быть. Кризис случился 19-21 августа 1991 года, назывался ГКЧП. Я не буду
буду сейчас подробно разбирать, что происходило при ГКЧП. Если когда-нибудь кого-нибудь заинтересует, можем отдельно пообсуждать разного рода перевороты в России. ГКЧП, 93-й год и так далее. Да? Но давайте поговорим о том, что же все-таки такое было в августе 91-го года. Есть версия официальная. Суть этой официальной версии гласит, что консервативная часть руководства СССР предала Михаила Сергеевича Горбачева, изолировала его в Фаросе, ну и на свой собственный страх и риск предприняла попытку государственного переворота, которая в силу их выдающихся талантов провалилась и накрылась медным тазом. Туда им и дорога. Да? Есть вторая альтернативная теория, которую излагают бывшие ГКЧПисты. А они понаписали много мемуаров потом, да? Крючков написал мемуары, Лукьянов написал мемуары, советник президента Болдин, я имею в виду президента Горбачева, написал книгу «Крушение пьедестала», да? Они все исходят из того... Прокурор Российской Федерации написал. Так вот, они все исходят из того, что на самом деле это был заговор, в котором лично Горбачев вместе со своими сподвижниками, ну, все-таки вице-президент Янаев, глава Верховного Совета Лукьянов, да, практически все ключевое правительство, договорились таким образом ликвидировать Ельцина. Но в самый последний момент Горбачев по каким-то причинам кинул их всех. То есть они сделали заявление, они ждали, когда приедет хозяин. Хозяин забаррикадировался в своем Фаросе, никуда не поехал. Они сидели, выжидали, ждали. Послали за ним самолет. Его привезли. Он вместе с Ельциным по телевизору неприличным словом назвал руководителей ГКЧП, его даже забибикать не успели. Вся страна узнала, что Горбачев знает такие слова. Вот в результате соответствующая ситуация. И есть еще одна версия. Вот где-то в 92-93 году Гавриил Харитонович Попов, личность очень интересная, доктор экономических наук, профессор МГУ, который был выбран первым мэром Москвы, но очень быстро отказался от должности. Мэр с него был отвратительный. Я в это время в Москве училась. Да? Там такое безобразие творилось, описать невозможно. И он ушел, он расчистил дорогу Юрию Михайловичу, светлая ему память, недавно вот, да? Вот, так вот, когда он ушел с должности мэра, Гавриил Харитонович Попов стал таким, знаете, как это, Писарчуком, стал писать труды. Он написал очень много книг, да? Стал давать интервью разным газетам и изданиям. И вот он дал интервью одной британской газете, вообще-то газете «Гардиан». Да? Вот где-то конец 92-го, начало 93-го года. И там его спросили о том, что такое произошло в августе 91-го года. И папа сказал очень интересную вещь. Он сказал, что это была спецоперация Комитета государственной безопасности, осуществленная для того, чтобы относительно безболезненно, без большой крови осуществить транзит власти от Горбачева к Ельцину, да? И осуществить, ну, что называется, последующий распад Советского Союза без гражданской войны и прочих вещей. Когда я впервые прочитала эту точку зрения, я ее восприняла крайне скептически. Ну, надо сказать, что произведение Гавриила Харитоновича вообще нужно воспринимать очень своеобразно. У него, например, тогда вышла книга о Великой Отечественной войне, в которой он утверждал, что Советский Союз, нет, Россия проиграла Великую Отечественную войну, потому что была в ходе этой войны оккупирована Советским Союзом. Поскольку мой мозг не способен справиться с подобной формулой, я поэтому решила воздержаться от оценочных суждений. Да? Но вот потом прошло время, понимаете? Много времени прошло. И потом я начала размышлять о структуре элиты, которая сформировалась в современной России. Я начала думать о том, что может быть какая-то доля истины в словах Гавриила Харитоновича и присутствовала. Да? Ну так, на всякий случай. Это к вопросу о теории заговоров. Значит, кончилось существование Советского Союза очень известными событиями. Сначала прошел референдум на Украине, на котором, значит, украинские избиратели проголосовали за идею суверенитета Украины, причем там не было фразы о выходе Украины из Советского Союза в этом референдуме. Он звучал так: считаете ли вы необходимым сохранение суверенитета Украинской Советской Социалистической Республики? Да, считаю. Да? А затем вопрос интерпретации. 8 декабря 3 достойных джентльмена
встретились в Минске, потом уехали в Беловежскую пущу. И там в Беловежской пуще подписали некий документ. Автором документа был советник Бориса Николаевича Ельцина Геннадий Бурбулис. Пусть ему поминается это всегда, поэтому некоторые фамилии надо помнить. Да? Так вот, в этом документе они заявили о том, что 3 республики выходят из состава Советского Союза и создают межгосударственное объединение Содружества независимых государств. Сначала эти 3 достойнейших человека отзвонились в славный город Вашингтон и доложили о принятом решении президенту США, тогда старшему Бушу. Потом, после этого, они позвонили в Москву и проинформировали Михаила Сергеевича Горбачева. Оценивайте порядок действий, как считаете нужным. Ну, просто вот это как бы вот безоценочно совершенно. Чисто теоретически, конечно, можно было бы поразмышлять о том, что Союз мог сохраниться за вычетом прибалтийских республик, России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Армении, Грузии и, возможно, Азербайджана. Да? Но вы же понимаете, что у каждой системы, у каждой структуры есть своя ось. Осью, основой Союза была Российская Федерация. С Российской Федерацией в любом формате Союз можно было бы сохранить. Без Российской Федерации ни в каком формате союзное государство сохранить было невозможно. Надо сказать, что руководители азиатских республик были очень и очень обижены тем, что их не пригласили к обсуждению вот этого вот вопроса. Тем более, что незадолго до этого, в сентябре, Нурсултан Назарбаев, руководитель Казахстана, предложил свой вариант сохранения союзного государства в формате Содружества суверенных государств, в формате конфедерации. Да? Но не дожидаясь обсуждения этого проекта, 3 достойных человека заявили о выходе из Союза. На месте Нурсултана Назарбаева это можно было бы воспринять и как выпад достаточно личного характера. Но вы знаете, что Нурсултан Назарбаев человек, во-первых, очень умный, во-вторых, по-восточному мудрый и хитрый, терпеливый. Да? Поэтому Нурсултан Назарбаев сегодня Нурсултан Назарбаев. Кто сегодня Кравчук, ну, в общем, даже трудно объяснить. Шушкевич какое-то время болтался в политической эмиграции в Польше. Не знаю, разрешил ему сейчас Батько вернуться в Белоруссию или не разрешил. А Бориса Николаевича, вы знаете, мы уже давно похоронили. Да? А вот Нурсултан, он и есть Нурсултан. Так вот, азиатские руководители превентивно провели встречу в Ашхабаде. Там как раз праздновалась свадьба дочери Ниязова, и они приехали с частным визитом. А затем, по предложению Нурсултана Назарбаева, в Алма-Ате 21 декабря состоялась Алма-Атинская конференция, на которой была принята Алма-Атинская декларация, и там было заявлено о том, что Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существование. Все 15 республик становились независимыми, суверенными государствами. Очень болезненным вопросом был так называемый вопрос о правопреемничестве. Было принято решение, что правопреемницей Союза станет Российская Федерация. Правопреемничество касалось нескольких аспектов. Политического и дипломатического. Россия получила место Советского Союза во всех международных организациях. Все посольские, консульские здания, службы, все, что было у Советского Союза, досталось России. Все остальные республики должны были оформлять свое членство в международных организациях и дипломатические отношения с нуля заново. Экономические вопросы. Российская Федерация получила всю собственность Советского Союза за рубежом. Это счета, это земельные участки, недвижимость, самое разное. От, например, Марфа-Мариинской обители на Святой Земле в Иерусалиме до могилы Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне. Да? Это все собственность бывшего Советского Союза, сейчас Российской Федерации. И, наконец, был еще один очень интересный вопрос. Это был вопрос о статусе оружия массового поражения и средств его доставки. Ну, экономический вопрос предполагал, что все долги погасит Россия, естественно. Значит, когда встал вопрос, вот знаете, дипломатия и экономика наших братьев по разуму не заинтересовали. А вот когда встал вопрос об оружии массового поражения, против того, чтобы отдать все оружие массового поражения России, выступили 2 республики.
Первая это была Украина, которая требовала, чтобы раздел ОНП происходил по месту его фактического размещения на момент распада Союза. Учитывая, что Украина находилась, в общем-то, на передовом, что называется, рубеже по отношению к НАТО, вы знаете, украинцы сейчас любят об этом рассказывать, что если бы им оставили их ядерное оружие, то сегодня они были бы третьей ядерной державой в мире. Да? Вот, второй страной, которая выступила против этого, была Грузия. Тогдашний президент Грузии Звят Гамсахурдия заявил, что считает единственно правильным решением пропорциональное разделение всего арсенала ОНП между 15 республиками. Да? То есть поровну всем. В Грузии не было в тот момент ядерного оружия, поэтому, в общем, их понять можно. Да? Теперь в дело вмешались американцы. То есть я, конечно, понимаю, что американцы, может быть, и мечтали развалить Советский Союз, и в какой-то момент приняли соответствующее решение. Но вы правда думаете, что они мечтали получить 15 ядерных стран с непредсказуемыми векторами дальнейшего экономического и политического развития? Да? Поэтому американцы выкрутили руки всем по очереди. В Алматинской декларации записали, что все оружие массового поражения и средства его доставки получит только исключительно Российская Федерация. Украина долго саботировала это решение. Пришлось принять, ну, во-первых, знаменитую программу Нанна-Лугара, потом подписать тот самый Будапештский меморандум, которым украинцы до сих пор любят махать как флагом. Да? Они как-то забывают одну очень интересную вещь. В этом Будапештском меморандуме, который никем не был ратифицирован, потому что меморандум – это такой очень интересный тип дипломатического документа, который не является обязывающим. И в этом меморандуме были прописаны очень интересные вещи. Его подписали 5 стран. 3 страны-участницы – Россия, Украина и Белоруссия. И 2 страны-гаранта – США и Великобритания. И там было написано, что эти 3 страны гарантируют неприкосновенность границ друг друга, отказ от применения силы в решении спорных вопросов. Да? И данный меморандум будет действовать до тех пор, пока против какой-либо из 3 держав-участниц кем-либо не будут введены различные формы политических или экономических санкций. С момента введения санкций против России, Украины или Белоруссии Будапештский меморандум автоматически утрачивает свое значение. Это прописано в тексте меморандума. И наши украинские братья забывают одну очень интересную вещь. В конце 90-х годов на волне глубокой нелюбви западных демократов к белорусскому лидеру Александру Георгиевичу Лукашенко против Белоруссии была введена система персональных и неперсональных санкций со стороны США, Евросоюза и ряда отдельных стран. Таким образом, в тот самый момент Будапештский меморандум превратился в аннулированный дипломатический документ. И когда сегодня украинцы его вытаскивают из исторического забытия и говорят, ну как же, мы же подписали Будапештский меморандум, так вы не положь, даже американцы и британцы делают вид, что они ничего не слышали. Потому что именно они ввели санкции, именно они уничтожили Будапештский меморандум. Понимаете, какая проблема? Это очень интересный момент такой вот. Украинцы, правда, как это называется, немножко нам тогда с передачей средств доставки повредили, потому что, как вы знаете, часть стратегических ракетоносцев Ту-160 они порезали на металлолом. Причем порезали они самые новые машины, резали в присутствии американских специалистов. Ну вы понимаете, почему их резали в присутствии американских специалистов. Впрочем, как говорит сейчас ситуация, американским специалистам, судя по всему, это не помогло. Потому что они до сих пор строят свой F-35, да? И пусть его строят. Как бы, никаких проблем. Что касается программы Нанна-Лугара, то она, напомню, осуществлялась до 2015 года. Она продлевалась каждые 5 лет по протоколу. Эта программа предусматривала переработку ядерных боеголовок, принадлежавших Советскому Союзу, в радиоактивные материалы для атомных станций Соединенных Штатов Америки. И эта программа Нанна-Лугара сделала одну очень интересную вещь, о которой у нас как-то забывают. Она полностью уничтожила всю атомную отрасль в Соединенных Штатах Америки. США сейчас не производят топливо для атомных электростанций. Тут вы меня спросите, а как же американская компания Westinghouse? Ну, во-первых, Westinghouse принадлежит компании Toshiba. То есть она, конечно, типа когда-то была американская, да?
но вообще-то Тошиба японская корпорация. А во-вторых, Вестингаус сейчас, как вы знаете, находится в состоянии банкротства, как и большинство атомных компаний в мире, включая французскую Арева. Да? И, как вы знаете, у Вестингауза, собственно, остался один свечной заводик в Швеции, который делает стержни для атомных электростанций, которые вот наши украинские братья покупают вместо ТВЛов. И как-то у нас никогда не говорят одну очень интересную вещь. А из чего они их делают? Они их делают из радиоактивных таблеток, которые поставляются из Российской Федерации. То есть вестингаузовское атомное топливо для украинских атомных электростанций, оно как бы очень условно американское. Американского там нет вообще ничего. Я не знаю, что будут делать американцы с этой ситуацией. Потому что вот сейчас они заявили о том, что они будут модернизировать свои атомные силы ядерные. Да? Как они будут это делать, непонятно, потому что у них нет технологии обогащения радиоактивных материалов. О чем они почти никогда не говорят, никогда не признают. Напомню, что в какой-то момент американское правительство поставило задачу перед своими частными подрядчиками освоить технологию обогащения радиоактивных материалов вот тем самым курчатовским способом, вот той самой, господи, как она называется? Да, ну вот эта, которая крутится. Центрифуга. Да, центрифуга. Вот, у меня слово вылетело, может, под конец, да? Вот, а не газотурбинным, который они использовали, который почти в 30 раз дороже у американцев был, да? Для этого были выделены что-то больше 24 миллионов долларов на проектные разработки. Проект закрыт в 2016 году, последняя, значит, фирма, которая этим занималась. Освоить они не смогли. То есть ситуация складывается очень-очень интересно. И об этом у нас, как правило, ну нет, вы понимаете, есть определенный нарратив про Россию. Нарратив про Россию предполагает, что Россия что у нас, да? Как это, сырьевая держава, да, бензоколонка. Правда? Я только одного не понимаю. Вот смотрите, американцы в последнее время очень активно воюют с нами за то, чтобы поставлять свой сланцевый газ куда-то там на европейские рынки, например. Да? Очень активно. Я прошу прощения, они с нами соревнуются в статусе бензоколонки? Да? То есть они гордятся тем, что они теперь добывают нефти и газа почти столько же, сколько Саудовская Аравия и Россия. Да? То есть они уже третьи в этом списке. Но мы-то при этом бензоколонка, а они нет. Любопытно было бы узнать. Дальше очень интересно. Вообще сырьевая держава – это очень интересная вещь. Да? Сырьевая держава предполагает геолого-разведочные работы. Сырьевая держава предполагает соответствующие технологические возможности для добычи нефти, газа и так далее, и так далее. Да? Это так на всех. Я прошу прощения, а электрогенерация – это сырьевая держава? А электрогенерация, она всякая бывает. Только добычная транспортировка – это тоже да. очень важно. Вот. А потом еще электрогенерация бывает атомная. Я прошу прощения, а наш Росатом, он как? Он входит в понятие сырьевой державы? Так, ну ради интереса просто. Да? Вот фактически, по сути дела, сейчас Росатом остался почти единственным глобальным игроком на атомном рынке. Да? Я имею в виду на рынке мирного атома. По сути дела, французы уходят, американцы уже давно ничего не делают. Англичане уже ничего не производят, они только занимаются закрытием и консервацией существующих атомных станций. Да? Китайцы еще что-то делают. Вот мы, китайцы, больше никого не осталось. Масса вопросов возникает. Да? Но понимаете, рассказывать о некоторых вещах, это не вписывается в нарратив. То есть нарратив должен быть такой: у нас ничего нет, кроме нефти и газа. Да? Мы ничего больше не производим. На самом деле это неправда. И неправда совсем по другим причинам. И не наши либералы, демократы, которые развалили Советский Союз, добились того, что Россия еще существует. Они стремились совсем к другому. Но в конце концов, вы уже, наверное, догадались, что я либералов не очень люблю. Вот так, ну мало ли, вдруг кто-то не в курсе. Вот. Так вот, я напомню, была такая покойная деятельница партии «Яблоко», да, Галина Старовойтова. И еще во времена, когда Советский Союз не развалился, эта женщина, которая сыграла очень большую роль в актуализации, в усилении Карабахского конфликта, да, в том, что он пошел по вот таким вот путям, по которым он пошел, она однажды сделала очень интересное заявление, очень показательное. Она заявила, что Россия никогда не сможет, ну, Советский Союз тогда никогда не сможет стать полноценной демократической страной до тех пор, пока будет сохранять свою территорию, экономическую и военную мощь. И поэтому есть только один способ сделать из нашей страны полноценную демократию. Нашу страну нужно разделить на 15-20
отдельных самостоятельных государств, у каждого из которых не будет ни сильной экономики, ни армии, ни научного потенциала, зато будет демократия. То есть вот когда вам в следующий раз будут что-то подобное рассказывать, да, ну как бы имена, звания, пароли, явки и все остальное. К сожалению, у меня деформированная историческим образованием память, поэтому я обычно всегда подобные вещи помню. Вот. И очень люблю их периодически напоминать тем, кто случайно забыл. Спасибо всем. Спасибо.